проходит якутский национальный праздник Исэх Туймады. Исэх – якутский традиционный праздник лета, представляет собой весенний-летний праздник в честь богов Аи, возрождения природы и начала нового жизненного цикла, сопровождаемым обрядом молений, обильным угощением, пикумысопитием, танцами, народными играми, конными скачками. И да, на Исэхе очень жарко. Чтобы вы понимали, на Исэхе заблудиться очень тяжело, даже в Бресте. Бывают такие неловкие моменты, когда ты снимаешь репортаж один, возле тебя стоят друзья, потом ты поворачиваешь, а их нету, и ты думаешь, а где они? Исэх – это самый главный праздник якутов, в последние годы собирающий сотни тысяч человек. А в 2022 году Исэх Туймады посетили более 220 тысяч человек. Это очень много на самом деле, 220 тысяч человек. Представьте, население Якутии около 300. А здесь приехало на Исэх 220 тысяч человек. Это 2/3, считайте. Нас очень плохо видно, но мы находимся за кулисами. А здесь сейчас проходит Аяр радио. Мы ждем Джиду. Который выйдет, не знаю, через сколько. Но за кулисами очень прикольно сидеть. Отгадайте, кто долбоёб? Правильно, я. Я ждал Джиду 1,5 часа. Организаторы проебались. Ну это Исэх, тут не можно такое ожидать. У меня истерика. Я ждал Джиду 1,5 часа. Он не явился. Пришли какие-то пидорасы, которых я отснимал. Я поснимал еще народ. И все, больше нихуя, блядь. Через меньше, чем через полчаса встреча с солнцем. И все. Короче, сейчас по расписанию мероприятия, ну сейчас будет встреча солнца.
прям так понятно все объяснил, конечно. Посмотрите, сколько людей там идет. Ну, вы, конечно, не видите. Но их очень много. Их прям реально очень много. Будет очень красиво. Напиток кумыс, разливая его в 9 рядов, украшенным чароном, о добром думает, окропляя им землю от ни... Jeden Uhr ganz bedeutend an, welche Bananen, zwischen Bananen, für den Hand oder für den Hand. Вот как-то так встречают солнце. Вот и все. С праздником. Правильно. Теперь можем идти. Я слышу звук. Seksi apparat syyhynnen kilowatt outside the dance hall. Наверное, очень странно слышать, точнее смотреть видео без звука, но на монтаже все исправим. Что можно еще послушать? А то я сейчас замерзну. Сучек, низких сучек, толстых сучек, скини сучек. Люблю сук с района и богатых сучек. Я люблю лапать сучек, трахать. Я просто пытаюсь согреться, ребята. А вот вы что делаете? Я не знаю, сидите, да, попиваете теплый чаек, да, пока я здесь морожусь. Это второй день на Исехе. Я спал около 1,5 часов, может быть даже меньше. Мы спали в шатре пресс-центра. И там было очень жарко. Сначала было очень холодно. Я пил чай, чтобы согреться, горячий. Но потом очень жарко стало в моменте. Сейчас мы распакуем такую прикольный подарочек от мэрии, который нам подарили, когда мы были на пресс-конференции с мэром. Здесь есть у нас специальный такой вот веер, чтобы просто охлаждаться в такую жаркую погоду. Также на заднем плане играет музыка. Также здесь есть такая вот коробочка, очень классная. И в ней находятся стикеры. Не знаю куда, может быть на Mac. Можно будет наклеить. Потом магнитик Исех Туймаде.
прикольный блокнотик. С ручкой даже. Тут не только блокнотик. А как его открыть? Тут еще и стикеры, и тут и разные заметки. Очень классная вещь. Даже ручка именно Исэх Туймада. Вот. Я говорю таким приглушенным голосом, потому что я хочу спать. Вот. Также здесь есть карта путеводителя. Только зачем она мне во второй день? Я, конечно, не знаю. Вот. Вот такие вот подарочки нам подогнала мэрия. Очень прикольные так. Типа мы посидели, послушали пресс-конференцию, потом нам подарили классные такие подарочки. Тем более вот в такой сумочке. Тут еще была вода, но воду я вчера выпил, поэтому вот так вот. Я на Исэхе в осознанном возрасте впервые остаюсь на 2 дня. В прошлом году я был на Исэхе, снимал также его, но я уехал в первый день. Давайте я очки надену, чтобы от солнца уберечься. Я загорел. Да. Что еще рассказать вам? Не знаю. Но ощущение от Исэха очень прикольное. Ну, типа, какой-то вайб в нем есть все-таки. Вот. Сегодня у нас 25 июня, а это значит, что через 4 дня я улетаю в Москву. Да. Я не знаю, когда вы этот влог посмотрите, надеюсь, в скором времени я его смонтирую, но скорее всего он выйдет уже тогда, когда я буду сидеть в самолете и писать новый влог для вас. Вот. А теперь давайте немножечко прогуляемся, что ли. Можно сказать, что это моя тень. То есть я и моя тень. Я и моя тень. Красивые облачка могу вам показать. Что еще есть? Это Тусюльге Ил-Тумена. Вот. Вроде так она называется. Не знаю. Вот там главная сцена Кумыса Пития. В основном площадка Исэха очень большая, то есть, как я и говорил, здесь можно очень легко потеряться. Можно не только потеряться, можно и заблудиться, потому что есть там пару улиц, на которых находятся магазины. И вот там вот вы реально сможете заблудиться. По поводу Исэха. Если вы фанат жары, если вы фанат какого-то такого экспириенса, чтобы остаться в Усть-Хатыне, ну, остаться на какой-то местности на 2 дня в палатках, то приезжайте в Якутск, ребята. Прикиньте, это такой вайб, это очень классно. Вот, встреча солнца, открытие, это такой вайб, это настолько классно, что прям хочется еще. Вот так вот. Ну, сейчас, наверное, мы пойдем собираться всю. Ребята, всем пока. Еще, надеюсь, увидимся. Пау. Я нашел незапривачный арбуз. А еще там кто-то ругается. Еще недавно там была пизделка. Нормальная такая. Я и мое сопереживание. У меня нет проводника. Так купи. Он дешево стоит. Смотрите, здесь шляпа есть. Теперь я защищен от солнца.
Мне скоро 30 уже. Женщина говорит, ко мне никто не подойдет. Мне скоро 30 уже. Люди свою любовь и в 50 встречают. Так что не жалуйся. Заебали они. Проводника нет. Так купите. Или вы имеете в виду по человеку? Короче. СФ закончился. Мы сейчас идем до дороги, чтобы заказать таксу. Но это жесть, ребят. Слишком жарко. Как вы видите, я иду под зонтиком, чтобы не обгореть, на всякий случай. И вы бы знали бы, как у меня сейчас держится GoPro. Где-то бомба. GoPro держится чисто на честном слове, ребят. На крепежках зонтика держится. Ну что, ребят, технология.